Теперь у нас, давайте сделаем переход к техплатформе Биотех 2030. Коллеги тоже еще выступят, а потом все это вместе еще потребуется обсудим. Я дам всем желающим слово для коротких комментариев. Значит, вот по самой техплатформе Владимир Олегович Попов, директор Института биохимии имени Баха. Пожалуйста, тоже у меня просьба компактно. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, дорогие коллеги, биотехнологии сегодня, наряду с информационными технологиями и нанотехнологиями, являются ключевыми элементами для инновационного развития современной экономики. Мировой рынок биотехнологий к 2025 году достигнет уровня $2 триллионов США. С использованием биотехнологий к 2030 году будут создаваться до 35% химической продукции, 50% продукции агропрома и около 80% лекарственных средств. Биотехнологии обеспечат 2,7% валового внутреннего продукта развитых стран, а для развивающихся экономик эта доля будет еще больше. Следующий, пожалуйста. К сожалению, в 90-е годы Российская Федерация во многом утратила те лидирующие позиции, которые имел в области биотехнологий Советский Союз, который полностью обеспечивал себя такими важными для агропрома продуктами, как, например, микробиологический белок или незаменимые аминокислоты. В последние годы наблюдается устойчивый рост рынка во всех сегментах, однако, как вы видите, они полностью импортозависимы, и эта зависимость запредельна. Преодолеть эти проблемы призван комплекс мер, которые реализуются по инициативе руководства страны в последние годы. Следующий, пожалуйста. Все развитые экономики мира, в том числе Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Китай, Бразилия и другие регионы имеют долгосрочные стратегии развития биотехнологий. В России сосредоточена львиная доля мировых лесных запасов, наиболее плодородные пахотные земли, у нас нет недостатка пресной воды. Все это создает надежный базис для построения будущей биоэкономики или ее отдельных элементов. В силу специфики Российской Федерации, ее территория, низкой плотности населения на Востоке, биоэкономика приобретает для страны и особое социальное значение, поскольку является средством закрепления трудоспособного населения в отдаленных регионах, на селе, обеспечивает устойчивое местное энергоснабжение, опираясь на региональные ресурсы, и способствует созданию новых рабочих мест. В России сейчас разработана и принята в апреле этого года комплексная программа развития биотехнологий Российской Федерации, так называемая программа «Био-2020», которая является первым документом такого высокого уровня, определяющего государственную политику в области биотехнологий. Эта программа была подготовлена и разработана при активном участии 3 технологических платформ: нашей биоиндустрии, биоресурсы, техплатформы по биоэнергетике и платформы «Медицина будущего». Следующий, пожалуйста. Технологическая платформа биоиндустрии и биоресурсы, являясь формой частно-государственного партнерства, способна оказать влияние на самые разнообразные отрасли экономики. В первую очередь, это, конечно, аграрный, лесной, пищевой сектора, это область промышленной химии, утилизации и обработки отходов, добыча и переработка полезных ископаемых, аквакультура. Следующий. В рядах нашей платформы объединилось более 150 различных организаций. Это ведущие университеты страны, научные центры, работающие в области наука жизни, крупные промышленные предприятия и научно-производственные объединения, профессиональные союзы и ассоциации, малые биотехнологические предприятия. У техплатформы сложились хорошие рабочие отношения со всеми институтами развития и федеральными органами исполнительной власти, которые используют техплатформу в первую очередь в качестве экспертного органа при рассмотрении проектов биотехнологического профиля. Я хотел бы коротко остановиться на нескольких примерах успешных примерах реализации крупных биотехнологических инновационных проектов, которые осуществляются при участии членов нашей платформы и которые могут оказать заметное влияние на экономику соответствующих отраслей. Один из таких проектов реализуется на Восточно-Сибирском комбинате биотехнологий РТ Биотехпром, это структурное подразделение Ростехнологий. Там создается опытно-промышленная установка по конверсии лигноцеллюлозного сырья, это отходы лесопереработки, опилки, в продукты с высокой добавленной стоимостью.
На основе отечественных разработок создается первое в стране производство химических продуктов, такие как бутанол или органические кислоты, которые в качестве сырья используют не углеводороды, а возобновляемую биомассу. В настоящее время идет монтаж оборудования, пуск намечен на 2014 год. Стоимость этого пилотного проекта оценивается примерно 800 миллионов рублей, 1/3 из которого была предоставлена в качестве гранта Министерству образования и науки. В случае успешной апробации комплекса этих инновационных технологий этот опыт планируется распространить в целом на другие предприятия гидролизной отрасли промышленности. И таким образом мы сможем уйти от вызывающих неблагоприятные последствия с точки зрения охраны окружающей среды и опасные технологии кислотного гидролиза древесины к новым современным зеленым эффективным биотехнологиям. Еще один крупный проект реализуется в Белгородской области. Он нацелен на комплексную переработку малоценного пищевого сырья птицефабрик, таких как пух, перо, так называемый мясокосный остаток, который образуется после разделки бройлеров в процессе птицепереработки. Это хороший пример отечественной разработки, значительно опережающий мировой уровень, и которой прошла вся ступень инновационного лифта. Там было и начальное частное финансирование, потом были деньги от Министерства образования и науки в размере 180 миллионов рублей. А сейчас Роснано вместе с консорциумом зарубежных инвесторов реализует крупный проект общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей. В России сейчас строятся 2 завода. Технология имеет значительный экспортный потенциал. Она направлена на получение белковых гидролизатов, которые составляют основу функциональных пищевых продуктов и кормов. И проводятся проектные работы в Италии и Франции в настоящее время. Но в качестве других положительных примеров можно упомянуть Омский биотехнологический кластер, интегрирующий в своей структуре предприятия агропромышленного комплекса, химические и биотехнологические производства, проект по созданию производства лизина мощностью 35 тысяч тонн, это незаменимая кормовая добавка, и успешная деятельность, например, предприятия Сибиофарм из Бердска, это флагман отрасли, и успешно продвигает свои продукции на мировых рынках. Российские разработчики, им есть что предложить нашему отечественному бизнесу. Следующий слайд, пожалуйста. Это только некоторые примеры технологий и продуктов, которые уже либо готовы к масштабированию, либо уже также выпускаются опытными партиями. В области агропромышленного комплекса это биоудобрения, средства защиты растений, кормовые добавки. Для ветеринарии мы можем предложить вакцины и различные тест-системы. Это системы и сенсоры для контроля качества и обеспечения безопасности пищевых продуктов и пищевого сырья, биоразлагаемая упаковка. В области топливно-энергетического комплекса это микробиологические технологии увеличения нефтеотдачи пластов. Это препараты, используемые для приготовления буровых растворов. Наконец, это очистка загрязненных территорий, будь то почва или акватория от нефтеразливов. Широкое применение биотехнологий, следующий слайд, пожалуйста, приводит к значительным экономическим эффектам. При этом биотехнологии отличаются тем, что у них высоки так называемые косвенные экономические эффекты, которые выражаются, например, в уменьшении нагрузки на окружающую среду путем замены токсических химических соединений на безвредные биокомпоненты или улучшения качества конечных продуктов. Ну, в качестве примера можно привести, например, использование ферментных кормовых добавок, которые даже при применении в незначительных количествах приводят к тому, что животные меньше болеют, меньше расход на лекарственные средства, лучше и быстрее прибавляют в весе и имеют лучшее качество мяса. В таблице представлены расчетные эффекты по некоторым группам товаров АПК, которые можно достичь при условии реализации комплекса мероприятий, заложенных в программу «Био-2020». Суммарно при реализации всех мероприятий программы такой эффект может достигать к 2020 году 30 миллиардов долларов США. В заключение я хотел бы сказать несколько слов о тех проблемах, которые сдерживают широкое применение биотехнологий у нас в стране. Следующий слайд, пожалуйста. Мы понимаем, что инновации не могут появляться на пустом месте. Они должны быть кем-то востребованы. Для этого нужен соответствующий бизнес, который применит эти инновации, чтобы получить преимущества, конкурентные преимущества на определенных рынках. К сожалению, в настоящее время рынки биотехнологической продукции и технологий находятся в зачаточном состоянии, их объемы весьма незначительные,
Бизнес, соответственно, проявляет к ним мало интереса и абсолютно невосприимчив к инновациям. Если мы хотим реализовать все преимущества биотехнологий, необходимо в первую очередь создать рынки для сбыта биотехнологической продукции. Для этого необходимо применить весь арсенал методов, которые есть у государства. Это меры технического регулирования, введение новых, более строгих, более экологичных, более зеленых, если хотите, стандартов. И необходима последовательная государственная закупочная политика, стимулирующая спрос на продукты, получаемые с использованием биотехнологий, будь то биоразлагаемая упаковка или оксигенирующие присадки к моторным топливам. Сейчас дело доходит до курьезов. По действующим нормам субсидируется, например, закупка химических удобрений и пестицидов, а биологические удобрения и средства защиты растений, которые не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, под такие льготы не подпадают. Необходима вообще глубокая такая системная разборка законодательства, направленная на стимулирование производства биотехнологической продукции, разработка и внедрение системы мер, направленной на поддержку отечественного, именно подчеркиваю, отечественного производителя в области биотеха. Еще я хотел бы поддержать предыдущего оратора. Биотехнологические производства – это, как ни крути, крупные заводы, строительство которых требует и значительного времени, и финансовых ресурсов, и сопряжено с технологическими рисками. Невозможно лабораторный прототип, какой бы он хороший ни был, сделать завтра работающей технологией. Для этого необходимо пройти все стадии опытно-промышленных испытаний. А для по-настоящему инновационных прорывных разработок необходимо создание новых уникальных испытательных стендов и пилотных комплексов, стоимость которых составляет многие сотни миллионов рублей. И здесь отечественные разработчики не могут обойтись без помощи государства. Без подобных пилотных комплексов, если хотите, их можно назвать центрами прототипирования биотехнологической продукции, российские разработчики просто обречены. Российский бизнес будет продолжать закупать комплектные технологии за рубежом. Все эти меры и мероприятия, о которых я сейчас говорил, подробно описаны в программе «Био-2020». Это такая хорошая, правильная программа, верно отражающая основные вектора и тренды современной биотехнологии. Однако в настоящее время это практически протокол о намерениях, и не более того. Программа координационная и не обеспечена финансовыми ресурсами. Для реализации полного потенциала программы и обеспечения развития биотехнологий в Российской Федерации необходимо обеспечить трансляцию плана мероприятий программы «Био-2020» в отраслевые программы федеральных органов исполнительной власти, а главное – крупных компаний с госучастием, с обязательным соответствующим финансированием. И еще у нас необходимо, к сожалению, принуждать к инновациям. В связи с этим принципиально важно создание постоянно действующего совещательного органа высокого уровня, следящего за реализацией и контролирующего ход выполнения данной программы. В заключение от имени всех участников Где платформы... этот орган создавать, раз это принуждение? В Совбезе или при Министерстве обороны? Как лучше поступить? Ну, он должен быть достаточно высокого уровня. Это такой кнут, который должен, по-моему, всех погонять. Хорошо. При комиссии, при высоких технологиях, например, при президиуме комиссии. Понятно. Спасибо большое. Значит, по поводу испытательных центров, раз вот и Владимир Олегович, и Олег Михайлович и другие коллеги об этом говорили, у меня есть предложение все-таки куда-то двигаться. Я тогда поручу Владиславу Юрьевичу, как вице-премьеру, курирующему вопросы модернизации в правительстве, собрать совещание. Нам нужно, откровенно говоря, найти на это деньги. Причем, как вы правильно выразились, вот есть принуждение к инновациям, но это такое общее понятие. А вот принуждение к созданию испытательных центров – это вполне очевидное продолжение первого. Действительно, здесь придется соединять деньги частные с деньгами государственными. Это единственный возможный вариант. Нужно будет собрать компании и переговорить с ними, потому что мы уже довольно приличные деньги тратим на НИОКРы, и компании на них раскошеливаются, молодцы. Но в том, что касается испытательных центров, такое ощущение, как будто все ждут манны небесной, когда правительство подпишет распоряжение и выделит многие миллиарды рублей на создание десятка испытательных центров. Так не получится. Надо будет по конкретным направлениям собирать совещания и принимать решения. Вот стоит он
200-300 миллионов долларов, значит, вот скидываемся, значит, в таких-то пропорциях и создаем. И вся страна на нем работает.